Здравствуйте, уважаемые абитуриенты! Я Васильева Лидия Ильясовна, заведующая кафедрой информационных технологий Башкирского государственного педагогического университета. Итак, вступительное испытание «Основы математики и программирования». В чем заключается, как проходит, я вам сейчас все расскажу. Обращаю ваше внимание, что форма сдачи дистанционная, и вид экзамена – это тестирование. Структура тестовых заданий здесь указана. Позже я по этим заданиям маленько прокомментирую. 25 вопросов. Тест рассчитан на 60 минут. Минимальное количество баллов, которые вы должны набрать для того, чтобы войти в рейтинг, да, и поступить на наше направление подготовки, это 40 баллов из 100 возможных. Обращаю ваше внимание также, что предоставляется одна попытка, то есть в случае каких-то неудач, сразу соберитесь и проходите хорошо. По поводу самой формы сдачи, да? Раз форма сдачи дистанционная, естественно, у вас будет логин и пароль. Первый вход в систему вы сделаете через логин и пароль, который вам вышлют на электронную почту. Опять же, посмотрите, мы написали «смотрите папку спам», потому что если вдруг вам кажется, что в какое-то определенное время вам не пришли логин и пароль, загляните туда, бывает так, что уходит в спам. Далее, при первом входе вы можете поменять пароль и последующие входы делать уже со своим паролем, то есть для следующих экзаменов. Перед каждым экзаменов, как правило, вы сдаете 3, нужно сфотографироваться и прикрепить цветное фото, где видно лицо и фамилия, имя, отчество. Да, это для идентификации личности, то есть главный разворот паспорта. Время ограничено, поэтому еще раз просьба сосредоточиться при начале тестирования. Одна попытка. Инструкция для сдачи вступительных испытаний у вас размещена в личном кабинете абитуриента в разделе «Нормативные документы». Да, заходите сюда. Также есть там инструкция о получении логина, пароля. Вот здесь указана ссылка. И пошаговая инструкция есть, что дальше делать. Расписание вступительных испытаний вы можете увидеть на сайте приемной комиссии БГПУ. То есть либо вот по этому адресу, либо вы можете просто в браузере, в поисковике набирать «приемная комиссия БГПУ», и в принципе вас тоже переводит на сайт. Далее вы выбираете бакалавриат, и дальше можете листать по этой странице. Сначала будет информация о том, как подавать документы, ниже будут уже вот так темами, да, и количество мест, и стоимость, расписание вступительных испытаний. Вот сюда вы щелкаете, и вам открывается само расписание, где вы находите свой предмет, который собираетесь сдавать. Еще раз тут написано форма сдачи, консультация, и основной срок сдачи у вас 22 июля с 10 до 10 вечера. Но обращаю сразу внимание ваше. В 10 просто закрывается система, так что самый поздний вход, пожалуйста, не позже 8:30 вечера, чтобы вы успели час на прохождение тестирования, плюс-минус какой-то запас, да, вдруг там вам же фото надо загрузить, да, идентифицироваться, поэтому не позже 8:30 запланируйте, пожалуйста. Резерв только для тех, кто по какой-то уважительной причине, там, разболелся, например, да, не смог пройти в основную дату. Для тех, кто подали документы позже, с 21 июля по 12 августа, экзамен 15 августа. Как подготовиться к сдаче вступительного испытания? Там же на сайте приемной комиссии, тоже в разделе «Бакалавриат, специалитет», вы всегда выбираете этот раздел, да? Если документацию будете листать ниже, у вас будет не вкладочка, да, тема программы вступительных испытаний. После СПО, это у нас программа для тех, кто на базе колледжей, да, СПО поступает. И здесь среди всех программ выбираете программу с названием «Основы математики и программирования». На базе СПО вот указано, да. В этой программе там, собственно, описано, как происходит, в течение какого времени, сколько вопросов, 25 вопросов, 60 минут, и основные темы, разделы, да, по которым вы можете готовиться для того, чтобы успешно пройти это испытание.
Ну, 3 основных раздела входят в данный экзамен, да? Основа алгоритмизации программирования, элементы дискретной математики, информационной системы и базы данных, и основа теории вероятности, алгебры и анализа. Какие могут быть типы заданий в тесте? Ну, допустим, да, вот из раздела алгоритмизации и программирования может быть задан фрагмент алгоритма, но здесь просто на алгоритмическом языке, да? И при заданных начальных значениях mn найти значение переменных c и d. Ну, наверное, все умеем пользоваться условным оператором, да? То есть, в частности, если m2, а n7, 2 больше 7, нет, да? То есть, вот это условие не выполняется, выполняется иначе. Иначе, и вот переменную c мы записываем, да? Как бы посчитали? 2 на 2 плюс 7, то есть 11. Далее, переменная d изначально равна нулю. Пока c больше m, c у нас, вспомнили, 11, m2, 11 больше 2, да, выполнить. То есть это у нас цикл пошел, да? Вот это все у нас идет цикл. Выполняем, что d увеличиваем на 10, то есть он встает 0 плюс 10, да, а c уменьшаем на 2. И продолжаем вот это вот увеличение d до тех пор, пока c не станет меньше или равным m, да, то есть пока c больше m, мы будем наращивать d. Ну, правильный ответ, какой здесь получается? 50 будет ответ правильный. Можете посчитать. Далее, задачи на теории вероятности могут быть такого типа, да? Смотрите, есть шары одинакового размера, 7 белых, 16 черных, 2 красных. Наугад вытаскиваются 2 шара и найти вероятность того, что оба шара окажутся белыми. Но эта задача на самом деле на классическое определение вероятностей. То есть вам надо посчитать общее количество исходов. А какое количество исходов? То есть сколько всего вы можете выбрать, сколькими способами, да, сколько способов у вас есть выбрать 2 шара из, в общем их тут 25, да? И сколько способов выбора из этих двух именно, что они будут белыми. Способы выборов мы считаем через число сочетаний, да? То есть классическое определение вероятности это у нас m делить на n, где n общее число исходов, да, нашего опыта, а m это которое благоприятствует нашему событию, то есть эти 2 шара будут именно белыми. Поэтому здесь что мы делаем? В знаменателе общее число исходов это число сочетаний из 25 2, да? А в числителе будет число сочетаний. Когда 2 шара белых? Когда именно из 7, да, будут выбраны эти 2 шара. То есть число сочетаний из 7 2. Правильный ответ будет вот такой у нас, да? Ну и по математике могут быть задания вот такого типа. Найти наименьшее значение функции, да, выделив предварительно полный квадрат. Но наименьшее значение функции, конечно, можно находить и через производную, если вы знаете, да, но это дольше. Ну и плюс у нас не задан конкретный промежуток, да, поэтому здесь проще выделив полный квадрат. Что такое выделить полный квадрат? То есть мы и квадрат, и первую степень должны занести в скобки, то есть записать в виде x минус какое-то число, и все в квадрате. В данном случае мы понимаем, что у нас же как выглядит x минус а в квадрате? Это x квадрат минус 2ax, да, плюс а квадрат. То есть вот это в роли удвоенного числа стоит. Поэтому если в данном случае выделять, у нас получится x минус 3, все в квадрате, да? И надо посчитать, а сколько еще останется? X минус 3 в квадрате это будет x квадрат минус 6x плюс 9, да? А было плюс 13, то есть плюс 4 у нас еще останется. Итак, подкоренное выражение станет x минус 3 в квадрате плюс 4. И тогда мы с вами можем уже сказать, а какое будет самое маленькое возможное значение вот этого корня. X минус 3 в квадрате, вы понимаете, квадрат любого числа может принимать самое меньшее значение, это 0. Да? То есть, когда x минус 3 в квадрате будет равно 0, это при x равном 3, что у нас будет? X минус 3 в квадрате 0 плюс 4 останется. Да? То есть, меньше чем 4 значение этой функции быть не может. Поэтому правильный ответ здесь у нас 4. Да, x нам тут находить не надо. То есть, при каком x
это минимальное все, нам достаточно выбрать правильный ответ. То есть, видите, эти задания, они предусмотрены на то, что вроде бы выбор, просто выбор, да, одного ответа из предложенных, но для этого предварительно вам надо вычислить. Далее, по дискретной математике могут быть задания на графы, но они достаточно, в принципе, несложные. Вот здесь у нас есть схема дорог, которая представлена в виде ориентированного графа. И надо понять, сколько существует различных путей из города А в город К. Понятно, что здесь главное посчитать все пути, да, то есть правильно организовать перебор, чтобы не забыть, допустим, из А у вас 4 варианта, да, как выйти. Из каждого варианта, вот из Б1, из В2 уже варианта, да, из Г 1, 2, 3, то есть вот эти все возможные варианты вы как дерево вот это распишите, чтобы не запутаться и правильно посчитать, сколько будет всего путей. А вообще, то есть ничего здесь замысловатого можно не делать, вам нужно количество. Ну и могут быть просто теоретические вопросы на соответствие или на выбор одного ответа из предложенных. Но это уже, собственно, на знание теоретического материала, с базами данных связанные или с информатизацией. То есть, в принципе, это несложные вопросы. В день консультации вы можете писать мне вопросы, ну, лучше, пожалуйста, на WhatsApp по вот этому номеру, либо на почту. Если какие-то вопросы по организации, там, не получили таки логин, пароль, да, не нашли, то можете звонить на телефон приемной комиссии по вот этому номеру. Я вам желаю удачной сдачи экзаменов, поступления к нам в ВУЗ. С удовольствием ждем встречи. Всего доброго.